3 сентября 2004 года, как мы все знаем, были убиты дети в городе Беслан, в той школе, которую захватили в тот день в Беслане. Мы, конечно же, против таких актов и сожалеем, что такое произошло. Вообще без разницы, где такое происходит, мы против этого. И в первую очередь, в очередной раз, как я каждый год это делаю, мы приносим свои соболезнования тем людям, у которых погибли родственники, дети. Война — это трагедия. И эту трагедию не описать короткими или вообще словами, когда убивают детей. Это самый варварский шаг, можно сказать. Там погибло много людей, как мы знаем, и много детей особенно. И российская власть отдала приказ на штурм этой школы. Дала приказ на штурм этой школы. И есть даже ссылки на то, что российская власть также и организовала эту акцию. Потому что нам это было абсолютно невыгодно, и даже речи не может быть, потому что, если вспомнить события 2004 года, чеченские вооруженные силы проводили мощные, успешные операции в то время. То есть с сопротивлением у них было все нормально. И им даже в крайнем случае не пришлось бы совершать такие акции. Но это было нужно российской стороне. Чтобы обвинить чеченскую сторону в терроризме, в убийстве детей. То есть они заранее уже знали, к чему идут, то есть российское руководство, что детей убьют, и эти дети, заложники, были обречены. И никто не смог бы помочь. Не смог. Вот. И еще раз от своего лица, от лица всех нас, чеченцев, еще раз приношу соболезнования. Я знаком с некоторыми людьми из города Беслан, даже встречался, приходилось встречаться несколько раз, разговаривал с ними, разговаривал во время конференции, и были другие встречи. И мы обсуждали все эти события, и они рассказывали, что российский спецназ начал штурм. Это они начали штурмовать школу. То есть даже не те, которые находились внутри, были виноваты в том, что произошли первые взрывы. По школе стреляли танки, и первые выстрелы были из огнеметов «Шмель», из крыш домов стреляли. И как потом рассказывали на российских телеканалах, там это преподносилось как, что вот чеченцы, которые захватили заложников, стреляли по спинам выбегающих из школы детей. Это тоже неправда. Первое, как рассказывали сами свидетели, я сам лично так тоже общался, встречался, разговаривал. Они рассказывали, что все пулевые ранения были с лицевой стороны. Вот. Это первое. И второе, что я хотел бы сказать, не только чеченцы были в этой школе. И там находились те люди, которые должны были в то время сидеть в тюрьме. То есть их выпустили. И я помню тот случай, и вы тоже, наверное, помните, когда Руслан Аушев, бывший президент Республики Ингушетия, зашел в школу
он обратился на нашем языке, на ингушском, на войнахском. И некоторые даже не поняли, что он говорит. Вот такая ситуация там была. Я помню еще один сюжет из российских новостей, когда диктор показывает баскетбольное кольцо и говорит: вот то самое баскетбольное кольцо, в котором находилась самая мощная бомба, и которая упала и взорвалась. Даже если бы там такое произошло, то от баскетбольного кольца ничего не осталось бы. Те бомбы, которые показывали нам, в них находились электрические детонаторы. То есть замыкаешь, взрывается, и от падения там эта бомба не может взорваться. То есть врали от начала до конца, от количества заложников, от как бы требований и как это все происходило.